Жители города Кант обратились к нам с просьбой помочь отстоять парковую зону, расположенную по улице Чекирова. Все дело в том, что на этом месте в ближайшем будущем могут появиться жилые дома. Как житель города Кант обращаюсь к местным властям сохранить парк. Здесь у нас живут много людей, соответственно, детей тоже очень много. С двух сторон у нас большие дороги. Для детей это опасно. Вместо того, чтобы строить здесь дома, сделайте лучше детские площадки, которые принесут больше пользы. У нас поблизости расположен пивзавод, и только эти деревья спасают от запахов и всяких загрязнений воздуха. Местные уверили, что решение о передаче парковой зоны под строительство уже принято, но все документы держатся в секрете. Со стороны городских властей за все прошедшие годы не было оказано никакой поддержки по уходу за парком и посадке зеленых насаждений. Все это они делали своими силами и средствами. Посадили более 2000 деревьев. Нашли даже инвесторов для строительства разного рода аттракционов для детей на общую сумму 380 тысяч сомов. У меня 6 внуков. Данный парк удобен тем, что на его территории не ездят автомашины. Это безопасно для детей в первую очередь. Мы, жители, категорически против того, чтобы здесь что-то строилось. Не знаю, о чем думают власти. Как оказалось, это уже не первая попытка отдать парк под застройку. В 2013 году постановлением городской управы парк был отдан под строительство автодрома. Тогда местные жители обратились к президенту, премьер-министру, генеральному прокурору, чтобы отстоять парк, и им это удалось. Горожанин Рустам Сейдалиев еще в 2006 году взял в аренду этот парк и ухаживал за ним, создавая все условия для отдыха местных жителей. В 2011 году срок аренды истек, но ему договор не продлили. Наша цель – сохранить этот парк, не дать его на разграбление и поругательство наших чиновников. Мы не хотим, чтобы здесь строили таунхаусы, пентхаусы. Мы хотим, чтобы была здесь зеленая зона, парковая зона. Мы хотим, чтобы здесь спокойно и без всяких оглядок гуляли и резвились наши дети. Росло новое поколение Кыргызстана. С этим вопросом наша съемочная группа обратилась в мэрию города Кант, где нам сообщили, что никаких опасений предпосылок о строительстве на территории парка жилых домов нет. Данная территория, участок общей площади чуть более 1 гектара, относится к категории R1 по нашему положению. То есть это зона, парковая зона, да? Здесь в положении четко указано, какие объекты мы можем там строить. То есть здесь это скверы, бульвары, аллеи, вот вспомогательные строения, инфраструктуры для отдыха, бассейны, может, фонтаны, малые архитектурные формы и так далее. Да? А строение каких-то объектов жилых не предусмотрено. Отметим, ранее парк носил имя Михаила Фрунзе, на территории которого имеется памятник-обелиск «Вечная память павшим за Родину». Жители просят местных властей не трогать данную территорию. Ведь если там начнется застройка, то их детям негде будет играть. Если вырубят деревья, то это негативно отразится на экологии не только этой улицы, но и всего Канта в целом. Азамат Кенжешев, Гульчура Казымкулов, Нью ТВ.